Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Каждый день мы рассказываем вам о значимых событиях столетней истории ТССР. 25 марта 1922 года «Известия» опубликовали новости о слиянии лесного факультета Казанского университета с агрономическим Казанского политехнического института. 2 недели спустя появился факультет сельского хозяйства и лесоведения. За 100 лет из стен этого вуза вышли 15 тысяч специалистов. Это агрономы, садоводы и пчеловоды. В этот день, в 1939 году, был создан завод «Эликон». За год он удвоил объем выпускаемой продукции. Сейчас «Эликон» – головное предприятие России по разработке и производству электрических соединителей как для гражданки, так и оборонки. Это событие прошлого, а сейчас о настоящем. Они готовы увеличить объем выпускаемой продукции, лишь бы победить коронавирус. Главное, вы сырьем обеспечиваете много, значит, они нам должны поставить это в Москве. Что поручил Рустам Минниханов в Алубыге и на КамАЗе? Детали у Рамиля Галиуллина. Теперь они возят не только руководителей, но и врачей. Мы имеем такую возможность помочь врачам с выездами по адресам. Как изменился рабочий день водителей Казанской мэрии, увидела Зарина Ахметова. Запрет на кальяны в связи с распространением пандемии для некоторых, похоже, не указ. С другой стороны, будет дверь, смотрящая на многоэтажку. Серая такая. Я вам там открою. Как некоторые особые заведения работают под вывеской «Закрыто». Увидел Салават Мухаммадуллин. Из любви к лошадям в бизнес на селе. До вступления в программу «Агростартап» я имела 15 голов лошадей. Конечно, это очень мало. Я всегда мечтала иметь больше. Как программа «Агростартап» помогла Фариде Яруллиной воплотить мечту детства в реальность, узнала Вероника Гайнуддинова. Неделя выходных с сохранением зарплаты. Владимир Путин сегодня обратился к нации. Президент страны заявил, следующая неделя для россиян станет нерабочей. При этом зарплата останется на прежнем уровне. Выходные продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Сразу после обращения Владимира Путина Рустам Минниханов провел заседание оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-секретарь Лилия Галимова, Рустам Минниханов поручил в полном объеме организовать работу по тем поручениям, которые были даны Владимиром Путиным. Наладить поставки медицинских масок в Татарстан. Такое поручение дал сегодня Рустам Минниханов во время поездки в особую экономическую зону Алабуга. Здесь президент республики посетил завод «Полиматис», который выпускает материалы для пошива масок. Также Рустам Минниханов ознакомился с мерами профилактики коронавируса на заводе КамАЗ. Особая экономическая зона Алабуга. Рустам Минниханов осматривает производственные мощности. Завод «Полиматис», резидент с 2007-го. Предприятие выпускает материалы, в том числе для пошива масок. Обеспечиваете много, значит, они нам должны поставить это в Москве. Как рассказали президенту, сейчас предприятие готово увеличить свои мощности в 10 раз, до 600 тонн продукции в месяц. Однако главное, отметил Рустам Минниханов, в республике не должно быть дефицита масок. Мы маски сами не делаем. Кому вы поставщики? Ты же с ними работаешь? Да, работаю. Ну, договорись, значит, там миллионов 10, 20, 30 для нас. В то же время импорт продуктов глубокой переработки пшеницы составляет 362 тысячи тонн. Перспективы строительства инфраструктуры Алабуги и проекты в сфере нефтехимии и машиностроения. Об этом президенту рассказали в корпоративном университете. За 5 лет обучения здесь прошли без малого 100 человек. Большинство из них приняли участие в реализации крупных проектов. Практически лабораторные вещи по химии изучают. Химический анализ, мехатроника, электротехника и автоматизированная система управления. Сразу по 4 направлениям проходит обучение в STEM-центре, созданного на базе индустриального парка «Синергия». Рустам Минниханову показали учебное оборудование, лаборатории и даже роботов-манипуляторов. Инвестиции в оснащение 80 миллионов рублей.
А это уже один из цехов КАМАЗа. Президенту показывают, как на автогиганте идет профилактика коронавируса. Как отметили, на двухнедельный карантин отправлены сотрудники, вернувшиеся из-за границы. Часть персонала перешла на удаленку. Из-за пандемии на предприятии ежедневно замеряют температуру у заводчан и обрабатывают помещения. Для персонала закупили маски, защитные костюмы и антисептики. Как настроение, как дела? Ничего такого? Да, молодцы. То, что вот все меры безопасности приняты, значит, каждый может вовремя обратиться. И то, что работали самое главное. Такой опыт камского автогиганта нужно взять на заметку. Это уже обращаясь к другим предприятиям республики, сказал президент. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Алабуга, Набережные Челны. Более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 2 основных и 3 резервных больницы, сотни коек. Как Татарстан готовится к борьбе с коронавирусом в случае массового заболевания? Об этом мы спросили заместителя министра здравоохранения республики. И вот что нам рассказал Владимир Жаворонков. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ситуация с коронавирусом меняется каждый день, заболевших становится все больше. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, сейчас является главным для населения Казани и республики в целом? Самое главное сейчас – это абсолютное спокойствие сохранять и делать то, что предписывают медицинские работники и Роспотребнадзор. Когда человек приезжает из-за рубежа, на 14 дней он помещается под медицинское наблюдение. Это делается для того, чтобы непосредственно осуществлять наблюдение за пациентом, плюс предостеречь социум от потенциального заражения. На это время пациент получает больничный лист. Насколько Казань готова к приему больных коронавирусом? Хватает ли коек и где созданы резервы? В настоящий момент работает Республиканская клиническая инфекционная больница. Дополнительно развернут для пациентов с бронхолегочными осложнениями городская больница номер 2. Я подчеркну, это не, на данном этапе это не госпиталь для коронавирусной инфекции. Здесь никаких предубеждений быть не должно. Помимо этого, готовы развернуться еще 3 госпиталя в городе Казани и 2 госпиталя за пределами города. Планов по закупке нового оборудования пока нет. Разработан план до оснащения госпиталя, так называемого госпиталя резерва, аппаратами ИВЛ из других учреждений республики. На данный момент мы, обладая этими ресурсами, вполне можем оказать помощь населению. А есть ли в планах строительства новой инфекционной больницы? Да, безусловно, планы такие есть, как и вообще модернизация базы медицинских учреждений. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что существующие мощности, они достаточны для того, чтобы эффективно бороться с вызовами, которые перед нами ставятся. А вот как в связи с ситуацией с коронавирусом изменилась ситуация с обращениями по неотложной помощи? Их стало ли вообще больше и по какому поводу люди обращаются? Приблизительно обращения остались те же. У нас ведь важно понимать, что население болеть не перестало и другими болезнями. Другой вопрос, что значительно увеличилось количество людей, которые находятся под медицинским наблюдением. И из-за этого значительно возрастает, безусловно, нагрузка на первичное звено. Мы советуем населению строго придерживаться правил медицинского наблюдения, самоизолироваться и из квартир не выходить ни под какими предлогами. Спасибо вам большое. Жители Сингапура, несмотря на коронавирус, продолжают посещать общественные места, но по новым правилам. Им нельзя собираться больше 10 человек, и даже так они находятся на расстоянии 1 метра. Безопасность в такой ситуации превыше всего. Вместо руководителей теперь они возят врачей. По решению мэра Казани 15 служебных машин исполкома переданы для нужд больниц и поликлиник города. Только за 3 дня автомобили выполнили более 1000 выездов. Как это сказалось на работе столичной мэрии и самих врачей? Как изменились условия работы, увидела Зарина Ахметова. Здравствуйте. Обязательная утренняя процедура, обработка рук, а после медосмотр. Измеряют температуру, давление, промилле. Ринат Мухудинов, водитель со стажем. Последние годы работает в столичном исполкоме. Теперь возят не только начальников, но и врачей. Не только ремень пристегнуть, но и маску надеть. Такая вот двойная защита. Первый адрес сегодня – 18-я поликлиника. Выездов по обращениям за день немало. Работы хоть и прибавилось, но помочь медикам только рады, рассказывает Ринат Мухудинов. Сложностей нет, просто мы сами очень довольны, то, что мы имеем такую возможность помочь врачам с выездами по адресам. Это машина X-Ray.
дежурная подъехала к поликлинике. И поддержка это ощутимо. Только в этой поликлинике сейчас в среднем за день поступает около 50 звонков. На все 5 машин. Вызова разного характера, то есть в большей части вызывает именно с температурой, с подъемом давления. И больше вызывают пожилые люди, у которых обостряются хронические заболевания. Помогли, чем могли. Передать в пользование медицинским учреждениям 15 автомобилей, распорядился мэр. Хватает врачей, слава богу, не успевают на вызова, поэтому часть машин мы передали из исполкома управления здравоохранения. И работа стала идти быстрее, говорят врачи. Не нужно ждать, пока освободится машина. А для водителей ценный совет от специалистов, как защитить себя от вируса. А завершается рабочий день водителей теперь вот такой вот тщательной обработкой. Дезинфицируют все, начиная от ручек, сидений, поверхности машины, ну и, конечно же, воздух. Машина Рената Мухудинова к новым вызовам готова. Если понадобится, из гаражей исполкома врачей подхватят дополнительные автомобили, обещал мэр. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Временно запретить кальяны в барах и ресторанах. Такое распоряжение в связи с коронавирусом направил Федеральный центр правительством регионов. В Татарстане временный запрет уже действует 17 марта. Но, как мы убедились, некоторым власти не указ. Как умудряются обходить запреты, наши корреспонденты в Челнах и в Казани узнали о закрытых группах доступа. Почему-то нет света. Это Казань. Со стороны кажется, что бар закрыт. Да и на двери объявление. Только вот еще днем в распоряжении нашей редакции оказалось сообщение с закрытого чата. Не сообщай никому, куда и с кем. Просто приходи. Телефон только для участников данного канала. Вход нам не открыли. Звоним по указанному в сообщении номеру. Нет, не берут. Чувствуешь, кальяном пахнет? Пришлось развернуться, но оператор продолжал снимать. Через 5 минут подошел посетитель. Вот он сразу звонит, ему открывают. Точно по такой же схеме. В кальянную за полчаса зашли еще 6 человек. Сейчас мы попробуем еще раз попасть в кальянную. Ну, теперь уже с оператором, с камерой, тем более, что они нас явно видят, потому что здесь работающая камера видеонаблюдения. Там свет горит, потом подснимем. Вроде все так же работает везде, как мне кажется, поэтому все в таком же стабильном пока что русле идет. Я, честно говоря, не употребляю, поэтому не могу сказать, но, насколько я знаю, знакомые ходят и курят кальян. Все нормально у них. Вроде бы, да? В этот бар мы так и не попали. Такая же система вечером работала и в набережных Челнах. При этом наши коллеги в Автограде дозвонились по номеру из чата. Скажите, пожалуйста, можно кальян покурить у вас? Вы уже приехали или хотите только забронировать? Ну, мы приехали вообще-то, у вас там вообще написано, что... Вот, смотрите, надо повернуться спиной ко входу и обогнуть здание с левой стороны по периметру. Не получилось. Нашего номера у администратора не оказалось. Но человек по телефону дал совет поехать в другую кальянную. Здравствуйте. А скажите, у вас кальян можно покурить? Да. Можно, да? Да. Сейчас друга позову, пустите, да? Попадаем внутрь. В зале многолюдно. Кальяны на любой вкус. Уточняем у администратора, есть ли спрос. Гордус, другие тоже работают, да? Все работают. Да? У меня нет мысли, чтобы сейчас закрылись там или туда-сюда. И это в то время, когда кальяны в республике под запретом. Решение было принято еще 1,5 недели назад. Ведь прибор для курения – один из источников распространения инфекции. Но некоторым заведениям, похоже, закон не писан. О временном запрете на кальяны в барах и ресторанах по всей стране накануне объявило и правительство. Пока запреты бизнес игнорирует, лучше всего самим отказаться от похода в кальянную. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Адель Миндубаев, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Татарстанская ГИБДД объявила темную любителям тонировки. Почему не имеет смысла задаваться вопросом, правильно ли работает светоизмерительный прибор? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Карантин на пользу и с пользой. Такое возможно, доказывают те, кто сам оказался дома. Если одни в 4 стенах вынуждены после поездок за границу, то другие ушли на карантин добровольно. Эти 14 дней в закрытом пространстве – большое испытание, и к нему надо подготовиться, говорят психологи. Инструкцию подготовила Вероника Гайнудинова. Вместо песен на концертах позитивные ролики в интернете для своих зрителей. Певица Лилия Хайруллина по своему желанию ушла на самоизоляцию и уже знает, как себя занять. Я интересуюсь кулинарией и ищу новые рецепты, радую своих близких
вкусными блюдами. Сейчас интернет дает много возможностей, и я беру онлайн-уроки по английскому языку. А где здесь цифра 7? Покажи мне. Вот цифра 7. Давай посчитаем, сколько шарик. Вместо строгого костюма из студии она в пижаме и целыми днями дома. Ведущая программы «Вызов 112» Эльвира Фазлиева вернулась из-за границы и на карантине. Ее совет – все внимание детям. Смогла взяться за домашние дела, которые давно откладывала. В условиях карантина мы стали больше времени проводить с семьей, что тоже непременно очень здорово. Как не превратить самоизоляцию в домашнее заточение? Главный совет психологов – во всем видеть пользу и мыслить позитивно. Внутренний позитив – это твое мышление, это заставить работать мозг в позитивном направлении. Все зависит от нас самих, от нашего внутреннего стержня. Для этого специалисты советуют занять себя, причем тем, на что раньше не решались. На помощь спешит интернет. Курсы иностранных языков, уроки рисования, кулинарные мастер-классы. Даже культурно обогатиться можно виртуально, и все это абсолютно бесплатно. За 2 недели, что вы дома, можно очутиться где угодно. Изучить Эрмитаж в Санкт-Петербурге, через считанные секунды уже гулять по Парижскому Лувру. На онлайн-экскурсии можно попасть и в музей Казанского Кремля. Любителей классической музыки приглашают послушать Венскую оперу. В Большом театре показывают балет, а записи уже вышедших спектаклей транслирует и театр Камала. Чем еще заняться на карантине? У кого на что хватит фантазии? На эту тему сейчас довольно много шуток разных появляется, таких юмора. И это тоже не случайно, потому что эти шутки, этот юмор, это тоже попытка уменьшить тревогу, справиться с тревогой, с беспокойством. Коронавирус хоть и оставил тысячи людей дома, но подарил время. Каждый сам решает, как его потратить. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Из любви к лошадям в бизнес на селе. До вступления в программу «Агростартап» я имела 15 голов лошадей. Конечно, это очень мало. Я всегда мечтала иметь больше. Как программа «Агростартап» помогла Фариде Яруллиной воплотить мечту детства в реальность, узнала Вероника Гайнудинова. Помощь подоспела вовремя. Держала ее однокрылую, около нее вот так стояла. Как доброе отношение неравнодушных спасло жизнь пернатому, расскажет Рамиль Галиулян. Сегодня исполнилось ровно 10 лет, как Рустам Минниханов стал у руля республики. 25 марта 2010 года он впервые принес президентскую присягу и официально вступил на пост. За это время Рустам Нургалиевич показал себя как многогранная личность. Говорить о нем можно. Он из деревни, но технократ, а еще единственный из глав регионов, заслуженный автогонщик. Республика за время президентства Рустама Минниханова получила многостороннее развитие. Были выпущены уникальные не только для Татарстана, но и страны программы «Веля Кетч», «Наш двор», парки и скверы. И вот как сам президент говорит о своей работе. Все, что я делаю во благо нашей республики. И буду делать, пока работаю. Когда даже работать не буду, буду стараться что-то полезное сделать для своей республики. Татарстан стал и одним из самых инвестиционно привлекательных регионов страны. Настоящим подарком для республики стала целая россыпь международных мероприятий. За границей Рустам Минниханов и сам частый гость и неизменно встречается с татарскими диаспорами по всему миру. Его уже называют «отец татарской нации». В общении с людьми Рустам Минниханов всегда открыт. А вот как народ чувствует участие президента в своей жизни и жизни республики. Наш родной товарищ, местный, не ставленник откуда-нибудь. Делает для республики тоже многое. В целом, уровнем жизни в Татарстане, я думаю, мы многим благодарны нашему президенту. Особенно поликлиники. Например, сейчас уже приятно заходить. Больницы, я имею в виду, например, тот же ДРКБ очень сильно отреставрирован. Это все видно, это очень все заметно. Добросовестно относится к исполнению обязанностей и человеколюбие, и для людей очень много сделал. Руководит нашей республикой.
много положительных изменений за последнее время произошло. Мне нравится, что он ведет очень активную социальную жизнь, социальные сети, пользуется социальными сетями, и это говорит об открытости как его, так и всего правительства. Положительная личность, много сделал для Татарстана в плане поднятия республики, позиционирования как благоприятного для инвестиций региона. За десятилетие Минниханова республика стала лидером страны. Достойный президент для нашей республики. Благодаря ему наша республика стала уже на ноги. Мы себя чувствуем очень хорошо, живя в Казани. Я чувствую себя очень уверенно. Из-за любви к лошадям в бизнес на селе. Фарида Ярулина из Чистопольского района мечту детства воплотила в реальность. Все благодаря программе «Агростартап». По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в прошлом году она получила 3 миллиона рублей. О том, как «Агростартап» дает старт, далее в репортаже. Лошади ручные, им нравится, когда их чистят, расчесывают. Изабель, Лола, Синди. У каждой лошади свое имя. О конеферме Фарида Ярулина мечтала с детства, но воплощать в жизнь начала 5 лет назад. Прежде чем закупать лошадей, он должен иметь свою базу. Вот когда я почувствовала, что крепко стою на ногах, я приняла решение уже построить вот эту ферму. Конеферма из десяток лошадей. Что дальше? Как развиваться? Рассказали о программе «Агростартап» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Подготовила бизнес-проекты. Прошлой осенью выиграла грант на покупку лошадей. 3 миллиона рублей. Благодаря гранту вышла на новый уровень. Сейчас у Фариды Ярулиной уже почти 100 лошадей. Трудоустроила и 2 человек. В планах расширяться. Планы мои на ближайшие годы – это довести поголовье голов до 150, до 200 голов. А в дальнейшем уже вступление в кооператив и запустить свое производство. Получить такую возможность может каждый начинающий фермер. Грант от 2 до 4 миллионов рублей дают на разведение коров, овец, птицы, пчел, выращивание ягод и кормовых культур. Есть одно условие – нужно иметь 10% первоначального капитала. Могут участвовать и физические лица, они свой бизнес-проект представляют, и этот бизнес-проект уже после выигрыша гранта они оформляют КФХ. Так, в прошлом году обладателями грантов «Агростартапа» стали 103 фермера из 36 районов республики. Они получили поддержку на общую сумму 312 миллионов рублей. Сколько фермеров смогут начать свои дела в этом году, зависит от заявок. Подготовить свой бизнес-проект и отправить документы в Минсельхоз нужно до 31 марта. Вероника Ганудинова, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Чистопольский район. Она посмотрела нам в глаза, и мы не смогли пройти мимо. В Мамадышском районе школьники спасли раненую сову. Чтобы ей помочь, пришлось даже вызывать ветеринара. Почему диагноз оказался приговором? Рамиль Галиуллин. Здесь она лежала, ее одна крыло было около нее вот так стояла, а второе распахнуто. Одному всего 7, другому 10. Радмир и Даниил из Нижней Ошмы. Во время прогулки они увидели сову, лежащую на земле. Я на нее подумал, что это какая-то мертвая. Оказывается, у нее было сломано крыло. Ребята забрали раненую птицу домой. Там пернатая быстро освоилась. Ее накормили и даже дали имя – Геша. Уже после отвезли к ветеринарам. Это специальный препарат. С антибиотиком. Сове повезло, говорят специалисты. Не окажи помощь вовремя, она бы умерла. Обследование показало, сломана плечевая кость. В 5-летней практике Раиля Мирзаянова это первый такой случай. Сделали специальную манипуляцию, зашили, место восстановили, поставили на место кость. Из-за травмы птица больше не сможет летать, но на произвол судьбы ее не оставят. Сейчас Геша под наблюдением ветеринаров, а у парней появился новый домашний любимец. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Мамадышский район. Пока все чемпионаты приостановлены, спортсмены времени зря не теряют. Кто-то тренируется по индивидуальной программе, некоторые готовятся в домашних условиях. Игроки «Рубина» уже приступили к занятиям на клубной базе. КХЛ сегодня официально объявила о завершении сезона. О карантинных буднях спортсменов Алмаз Гафиятов. Занятия с соблюдением всех правил. После 5-дневной паузы из-за карантина игроки «Рубина» приступили к индивидуальным физическим упражнениям на базе. Дома у игроков свои забавы. Мойте руки и болейте только «Рубина». Баскетболисты «Уникса» на домашнем карантине давно. Все для безопасности и здоровья игроков и болельщиков. Более того, спортсмены призывают не оставаться равнодушными к проблемам. Привет, друзья! С вами Валерий Лиходей. Я являюсь послом проекта «Добрая Казань». В сложившейся сложной ситуации в мире и в России
окружающим нужна особая поддержка и помощь. Карантин – самое время уделить внимание семье, своим увлечениям и полезным делам. Легионеры также ждут возобновления чемпионата. Надеюсь, вы тоже сидите дома, чтобы не распространять вирус. Я играю в компьютерные игры, учусь готовить, стараюсь проводить время с пользой. Официальные чемпионаты в России приостановили до 10 апреля. Когда они будут продолжены, пока непонятно. Все представители спорта в ожидании. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Если у вас есть пожилые родители, не забудьте позвонить, узнать, как дела и навестить их. Сделайте это. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. «Владоканавто» – специальное предложение на автомобили 2019 года. Успей стать владельцем «Лада» с выгодой до 128 990 рублей. «Владоканавто». Сибирский тракт, 48. Лазерная коррекция зрения – 18 тысяч рублей за оба глаза. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон 295 94 50. В автоцентре «Марка» весенний сейл. Nissan с выгодой до 350 тысяч. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Здравствуйте! Время прогноза погоды на ТНВ. На смену холодному атмосферному фронту пришел теплый, что, несомненно, радует. Узнаем, что прогнозируют синоптики на четверг после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет пасмурно, осадков не ожидается. Днем 2-4 градуса выше 0. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге без осадков. Ночью небольшой минус, а днем столбики термометров решительно устремятся вверх, будет до +6. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также ночью ожидаются минусовые значения. А днем яркое весеннее солнце хорошо прогреет воздух, будет +5. Жителей Арска, Кукмара и Балтасей ожидает малооблачная погода, без существенных осадков. Потеплеет и в этом районе, +6-7 градусов. В Болгаре, Дрожжином и Буинске малооблачно, ночью небольшой мороз, днем тепло и без осадков, до +10. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше прекрасная, комфортная погода, +5-8 градусов. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В четверг в столице республики ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем станет значительно теплее, около 9 градусов выше 0. Ветер западного направления порывистый. Атмосферное давление станет ниже и составит 764 мм ртутного столба. Влажность воздуха понизится до 60%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.